сегодняшний закон, который существует на сегодняшний день, не отвечает сегодняшним реалиям ни налоговой политики, ни экономической политики, которую проводит наша республика. Поэтому представлен новый законопроект. В принципе, давно нужно было его менять, либо хорошо, что он вообще совершенно новый, то есть закон. Значит, представлен новый законопроект, по мнению разработчиков, направлен на устранение дискриминации по отношению к отечественным производителям, с чем не могу не согласиться в принципе. В новом законопроекте представлены механизмы изъятия НДС, также при ввозе товаров на таможенную территорию нашей страны, изъятие НДС в бюджет. У комитета и у ряда наших депутатов, конечно, возникают вопросы в связи с этим. Как я понимаю, это вопрос к разработчикам, что здесь в связи с этим, в связи с введением НДС, в связи с изъятием НДС на таможенной территории Республики Абхазия, налоговое исчисление налога в торговле, в том числе и в оптовой торговле, будет исчисляться не с наценки, как сейчас, а со всей стоимости. Вы потом ответите, и вследствие чего данный факт приведет к увеличению стоимости товаров на те товары, на которые будет эта норма применена. Не совсем понятен для меня, например, система вычета, просто будущие вопросы. И порядок изъятия в бюджет НДС имеется в виду, как получат районные бюджеты в последующем, получат ли они вообще тот налог, который будет изыматься на таможенной территории, то есть 10%, потому что границу все пересекают и гагрские организации, и гудаутские, и ачимчирские, и сухумские, они, естественно, районные администрации и районное собрание рассчитывает на эти налоги тоже. Много еще вопросов. Предлагаю работу комитета поставить так. Сначала, наверное, дадим слово разработчику данного законопроекта, кабинету министра, расскажет нам суть данного законопроекта. Основополагающее отличие основного нового законопроекта по своей сути от старой версии закона, оно, если глобально говорить, заключается именно в введении нормы изъятия налога на добавленную стоимость в момент попадания, я бы хотел здесь добавить, не только товаров, но и услуг на территории Республики Абхазия. Потому что эта норма по нашему законопроекту предполагает введение НДС не только, еще раз акцентирую внимание, на товары, но и на услуги в том числе. Это самое главное принципиальное отличие. Второе отличие, конечно, заключается в том, что в новой версии законопроекта минимизированы различные двойные трактовки, двойное трактование различных норм закона предыдущей версии, где, на наш взгляд, достаточно четко прописаны все возможные формы льгот и избежания налогообложения в виде налога, где черным по белому коротко и ясно расписывается, где какая норма применяется. Потому что в старой версии закона, к сожалению, некоторые вопросы были, у участников хозяйственной деятельности возникало много вопросов. Поэтому как со стороны налоговых органов возникало льготные трактовки определенных форм, так и со стороны участников хозяйственной деятельности возникали различные трактовки. И это вызывало определенные недопонимания и вопросы. Мы постарались в новом законопроекте отложить сюда отметки четко, чтобы не было возможности трактовать одну и ту же формулировку по-разному. Помимо этого, что касается, как Георгий Редович заметил, одна из базовых вещей в случае ввоза товаров и услуг на территорию республики, это является механизм вычета входящего в НДС. Этот механизм там на самом деле заложен, это базовая вещь, потому что суть законопроекта в данном случае по НДС заключается в том, что НДС изымается на каждом этапе либо перепродажи товара по кусочку. То бишь, если за 100 рублей попадает какой-то товар на территорию Республики Абхазия,
себестоимости закупленных, к примеру, в Российской Федерации, в момент попадания изымается 10 рублей. Потом оптовик перепродает товар, он накручивает маржу еще 10 рублей, соответственно, в момент перепродажи у него возникает дополнительное обязательство по изъятию НДС в бюджет еще в размере 10% от надбавки. И в итоге, если он будет продавать товар, купленный там за 100 рублей, он 10 рублей отдаст в момент пересечения границы, а, допустим, потом перепродаст его там за 111 рублей. В этот момент он доплатит бюджет еще рубль. А 10 на 19 счет пойдет или на 20? На 19. В законе проекта четко прописывается механизм, я хочу его объяснить. Заключается он в следующем. Есть ряд видов деятельности, которые не облагаются НДСом в случае реализации услуг. Но у этого предприятия могут появиться необходимость закупить какие-то товары и услуги, где будет входящий НДС. В данном случае, что если исходящего НДС у предприятия не возникает, тогда входящий НДС садится на затраты. Если же исходящий НДС у предприятия возникает, тогда входящий НДС он ставит в зачет. К примеру, опять же, приведу, я попытаюсь намного проще, чтобы даже телезрители понимали все. Опять же, взять банальный пакет сока, купленный за 110 рублей, включая 10 рублей входящий НДС. Магазин его перепродаст за 120. В момент продажи у него возникает обязательство по НДС в размере 12 рублей. Но поставщику он уже заплатил 110, включая НДС. И поставщик отдал в бюджет 10 рублей. Соответственно, входящий НДС минусуется в размере 10 рублей с 12. И у продавца в магазине, конечно, возникает обязательство по НДС перед бюджетом только в размере 2 рублей. Я понял. Он с 10 с наценки платит 2 рубля, понятно. Со своей наценки. Понятно, но... А как тогда минусовой получится? Он там больше заплатил, чем взял? Нет, допустим, я завез товар, механизм заключается в следующем. Я поставщик-оптовик, завез на территорию Республики Абхазия пакет сока за 100 рублей себестоимость, 10 рублей отдал в бюджет. Уже ушло. Потом я перепродал... Нет, потом я перепродал его за 120. Соответственно, когда я продаю за 120, у меня возникает НДС 12 рублей, но у меня есть входящий 10, то есть я доплачу в бюджет только 2 рубля. В итоге на каждом этапе, это вот мы сейчас говорим про товары, но это же механизм работает и в случае производства каких-то товаров, то есть на производстве. Допустим, у нас сейчас активно развивается программа кредитования малого и среднего бизнеса. Мы свой основной уклон вообще в деятельности правительства делаем это на развитие именно внутреннего производства. И вот введение новой этой нормы и нового законопроекта, она именно главным образом направлена на поддержку отечественного производителя. Мы считаем, мы видим в этом главную цель, потому что если не ввести ввозной НДС, наш товаропроизводитель, произведя продукцию на территории Абхазии, будет всегда дороже, чем товар аналогичный, привезенный за границей. Если мы не введем эту норму, мы никогда не поставим нашего производителя в равные условия заграничной продукции. Ну тогда логично вводить именно на то, что производится у нас, а не то, что вы всем предлагаете. Это не совсем правильно, потому что все-таки система налогообложения не имеет права делать какие-то исключения. Так вот. Поэтому регулируется, местный производитель защищается госпошлиной или налогом на добавленную стоимость. Давайте не будем понять. Валерий, я не совсем с вами соглашусь, потому что вот всем хорошо известно, та продукция, которая вывозится от нас в Российскую Федерацию, в момент попадания на территорию Российской Федерации облагается сразу НДС 18%. Я приведу опять же пример. Есть одинаковых два предприятия в Абхазии и России. Если эта продукция произведена в Абхазии, у производителя места возникает обязательство в размере 10 рублей с произведенной продукции за 100. А если человек привезет эту же продукцию, купленную за 100 рублей, и перепродаст ее за 105, он отдаст в бюджет Абхазии 50 копеек и продаст этот товар за 105 рублей. И наш производитель никогда не будет конкурентоспособен по сравнению с заграничным. Такой механизм существует во всех странах мира. Практически, я не могу говорить за все, но в большинстве стран, вот той опыт, который я изучал, либо существует либо налог на добавленную стоимость, либо налог с продаж. У них есть маленьких, два принципиальных отличных механизма, но суть их налогов одинакова. Это косвенный налог на потребление. В законе заложена норма. Есть две, на наш взгляд, базовые вещи. Это продукты питания и лекарственные препараты. И, естественно, те социально значимые продукты, а это, еще раз повторюсь, питание и лекарственные препараты, они выпадают из этой нормы и не будет облагаться НДС.
Там будет ставка 0. Там будет ставка 0, она, да. В законопроекте заложен механизм, чтобы население, естественно, не пострадало ни в коем случае. Ключевые, самая важная продукция, до тех пор, пока мы не начнем ее производить сами, должна облагаться по ставке 0. Это абсолютно верно, я не могу с этим спорить, потому что по-другому быть не может. Но есть продукция, допустим, среди тех же продуктов питания, которая является продукцией, так скажем, дорогого сегмента, и я сомневаюсь, что 99% населения покупает эту продукцию. Почему мы товары, так скажем, дорогого сегмента не должны облагать этим налогом? Внедрение этой нормы даст возможность упростить систему администрирования налогов, тем самым даст возможность вести весь процесс происхождения товаров и продукции по территории Абхазии прозрачным, потому что каждый покупатель будет заинтересован в правильности оформления поставщика товара. Просто мы введением этой нормы подтолкнем нашу экономику выйти из тени. Это тот один из тех шагов, который, то что все прекрасно знают, да, наша официальная статистика по ВВП, по определенной продукции, она составляет порядка, да, сейчас по памяти, 70 миллиардов. Ну, 80 миллиардов, простите. Базовые вещи, социально значимые. Базовый перечень продуктов питания будет выведен из списков подорожания до тех пор, и это будет гибкий механизм. По мере того, как у нас будет начинаться производство каких видов продуктов, и мы сможем хотя бы себя на 80-90% закрывать внутренним производством, соответственно, из этого списка эти продукты должны выпадать. Второе, лекарственные препараты. Это две такие базовые вещи. Третье, тоже очень социально значимая вещь, это горюче-смазочные материалы. В законе проекта оставлен старый механизм взимания налога по бензину, то бишь с разницы, потому что мы прекрасно понимаем, что в случае подорожания бензина на 9%, в конечном итоге это поднимет цены на всю остальную продукцию на 9%. Поэтому мы не можем себе позволить такую роскошь и вызвать подорожание бензина. Поэтому мы тоже это вывели, и взимание этого налога с топлива будет производиться по старой схеме, которая осуществляется сейчас, то бишь с разницей. Если российская цена топлива приблизительно одинакова и у нас, и у них приблизительно цена топлива розничная имеется в виду, примерно одинаковая, то минус 18 плюс 10. В любом случае там маржа 8% у них остается. Почему вы считаете, если мы введем там НДС 10%, это приведет к подорожанию топлива? Я не могу говорить за внутреннюю кухню Роснефти, но на самом деле, если сравнить цены на бензин, которые у нас есть, и сравнить с ценами в России, то они как раз отличаются в размере на 8-10% у нас дешевле. Как раз вот эта разница, вы абсолютно согласны, но, к сожалению, мы для того, чтобы вот решить эту проблему, нам нужна конкуренция, это единственное средство. Если взять завоз бензина, то у нас получается следующая картина. Мы сейчас где-то порядка 70-80% топлива завозим из России, и порядка 20-30, могу ошибаться, завозим из других стран. После проведенного анализа могу сказать, цены наши от России отличаются 10%. То бишь, по сути, они реально имеют дополнительную маржу на топливе в размере 8%. Это абсолютно правильно. В этой цене мы регулируем розничную цену, по сути. Ну, за исключением, скажем, дорогих видов марок, там, премиум, там, у каждого производителя свои марки, мы там немножко маржу даем. Но на ключевые марки бензина, такой как 92 и 95 базы, мы регулируем цену. И как раз мы ее сдерживаем на том уровне, что у них маржа сохраняется на уровне 3-5%. Но это то, что видим мы. Принцип ценообразования до пересечения границы, к сожалению, у нас доступа к этой информации нет. Это да. А вот вопрос топлива, он должен проработан, и мое мнение, что однозначно НДС на топливо надо вводить вместе со всеми остальными группами товаров, при том, что цена на него повыситься не может. По нашим здесь коллегам мы пытались изучить ситуацию, действительно, никакой там... Речь идет всего лишь о том, что у них есть какая-то сверхприбыль, которую они несущественно пострадают, а расценки на топливо не могут увеличиваться, потому что регулирует их правительство. Я полностью согласен, но вот могу сказать по статистике, бензин с января по сентябрь подорожал на 35% оптовой цены. Мы подняли цену, вы все знаете прекрасно, на рубль это менее чем на 3% в октябре месяце. На сегодняшний день цена оптовая составляет 20 рублей 88 копеек за литр. Это, значит, данные по сегодняшним торгам. И это сюда, если мы включим доставку и все остальное, пускай выйдет цена, ну, 22,50, но никак не та цена, которая представлена. Биржа, которыми являются учредителями, все представлены нефтяные и нефтепроизводящие компании.
серьезная на самом деле. И здесь вся аналитика с учетом того, что бензин, как бы, да, мы понимаем, что не легче воды, но каждая категория бензина имеет свой вес. То есть вот из того, что мы сегодня смогли сами самостоятельно, вот такую выдержку сделали, я вас могу как бы представить, ознакомить. И это, это вполне понятные цифры, адекватные. И мы не можем понять, почему сегодня у нас такая цена стоит на литр бензина в рознице. Она вообще неприемлема. Рублей 5 непонятно где и каким образом образовались. Спасибо. В силу масштабов у нас этот рынок не является высококонкурентным. Если бы он был высококонкурентным, вот механизм, который сейчас был озвучен, он бы, может быть, и сработал, и введение бы этой нормы не повлияло бы на цену. Но в нашем случае, когда по большому 3,5 поставщика, и реально у нас есть 2 продавца, на самом деле я боюсь, что нам будет тяжело. Им возвращают 18% НДС. Факт? Факт. Ну, факт это факт. Если бы на него не было бы таможенных пошлин, да у государства неоткуда было брать. Я не верю. Я просто не верю, что нет сговора с поставщиками у правительства, который регулирует эти цены. Подождите. Я не верю, что они не совсем случайно, что они в перечень НДС не попали. Вы прекрасно знаете о том, что 18% с них НДС не берут. Это может быть не ваше, но я вам говорю, здесь и работает определенная лоббистская группа. Вот. Это факт. Но дальше это когда-то надо сказать стоп. Когда-то надо в этом рынке разобраться. Все время вот держать страну под страхом, что, видите ли, там они повысят цены. Да ничего, Дмитрий Николаевич, не повысит. Вам надо просто включить принципиальность, разобраться от точки А до точки Б. Точка А это Российская Федерация, а точка Б это Абхазия. Понимаете, Российская Федерация является нашим стратегическим партнером. Это крупнейшая государственная фирма российская. Налоги платить в Абхазии надо. Это не поле для разгильдяйства. Спасибо. На мой взгляд, вот топливный сектор в эти исключения никак входить не может. Каким образом при значительных поставках, когда все происходит по белым схемам, когда возвращается, как Аслан Алексеевич сказал, и коллеги сказали, НДС, здесь цены должны быть без уплаты нашего 10% НДС сопоставимые, может там, не знаю, на рубль, на 1,5 рубля меньше, но сопоставимые с розничными ценами в стране экспортера. Это просто ни в какую логику не умещается, понимаете. Я приветствую ваше желание наложить НДС на те виды товаров, которые вы заявили. Это естественно, это логично. Вы прекрасно знаете, что нет таких стран, даже с развитой экономикой, где процент отчислений от оборота составляет меньше 15%. У нас это 4%. Конечно, мы должны извлекать из вот этой тени те налоги, которые платятся во всем мире. Когда, вот я просто пример вам приведу, когда товар оптовый стоит в Краснодарском крае, скажем, условно 79 рублей, у меня таблица есть, могу вам передать. Без НДСа он стоил, скажем, 71,1, там на рынках розничных он стоит 84, а здесь у нас стоит 90. Это в какую-то логику вообще укладывается? Мне кажется, нет. То же самое, на наш взгляд, надо и относить к области вот, топливного комплекса. Это, извините меня, это не лекарства, это не предметы там, необходимые для детей и прочее, прочее. Вы прекрасно знаете, что оборот в этой отрасли составляет более 2 миллиардов рублей. Там 2 с чем-то, да? 2,5, если не ошибаюсь. Да, около 3, подсказывают. Да. И с этого мы получаем налогов чуть более 100 миллионов. То же самое, аналогичные обороты, скажем, в связи, мы получаем налогов около 500 миллионов. Это вообще как-то объяснить можно? Это можно объяснить только одним, что кто-то хочет получать сверхприбыль. Но извините, за счет чьих-то сверхприбылей я ограничивать своих граждан в их законных правах не могу. Я хочу им
делать дороги, водопровод, платить зарплаты учителям, врачам. А на какие средства? Потому что кто-то лоббирует свои интересы? Вы извините. Мне кажется, у нас консолидирование такое просто. Что касается цены, извините, два слова, Резгович. Цена формируется не исключительно субъективным мнением персон или там каких-то компаний. Это объективные рыночные механизмы. Тем более, если у нас есть государственное регулирование в этой отрасли. Понимаете? Не надо бояться наших оптовиков, они все прекрасно понимают. Здесь прибыль никто получать не будет. Мировой рынок, там идут биржи, там идут торги, есть когда цена падает, есть когда цена вскакивает. А то есть правительство, чтобы за всем этим следить. Моя позиция такова, я категорически против, чтобы парламент был втянут вот в этот вопрос. Что можно, как можно. Я считаю, моя позиция такова, парламент должен определить четко перечень товаров, которые нельзя, на которые нельзя вводить НДС. Мы четко должны буквально по строчке расписать. А все остальное это право правительства, которое обязано выполнять бюджет, правительство, которое должно следить за всем этим, и они этим должны заниматься. Это вот моя принципиальная позиция. Но я считаю, что я здесь поддерживаю многих своих коллег. Пожалуйста, что у вас не изучили нефтепродукты, и вы понимаете, это немножко такой популистский шаг, ребята. Знаете, что вы вот не включили, чтобы там цены не подняли. Цены не поднимут, если вы не поднимете. Потому что в стране четко определено, кто это делает. Это правительство. Кому может быть это интересно? Это, как Аслан Алексеевич сказал, это скорее всего компания Терренабхази, это скорее всего Полтов, это скорее всего другие оптовые покупатели Российской Федерации, компании, я не знаю после их названий, которые занимаются поставками топлива. Но хочу сказать, чтобы эти компании, вот те перечисленные компании, сохраняли своих сверхприбыля, мы не можем им позволить. Считаю, что вопрос, вот, топливный вопрос, который в том числе мы приблизительно там смотрели, сколько это может дать государству в виде налогов, я не могу согласиться с тем, что мы должны их вообще как-то освобождать. И не считаю, что это может повлиять как-то на цену в тот момент, когда цены регулируются само правительство. Считаю, что вопрос НДС, то есть как бы он должен быть включен в перечень товаров, которые подлежат там, уплате НДС. Правительство находится на хозяйстве, им виднее, где, когда, какая продукция появилась на внутреннем рынке за счет местного производителя, чтобы моментально реагировать. Да? Здесь мое мнение вот в том состоит, что Кабинет министров легче было бы реагировать, а не каждый раз приходить в парламент там, и объяснять ту или иную позицию. Это вот по этому вопросу. Теперь, если можно, я еще другое хотел сказать, раз по топливу поднялся вопрос, тоже основываясь на некоторое время своего опыта в этом вопросе. Что касается НДС, значит, во время ценообразования экспортных поставок НДС вообще не учитывается. И никакого зачета и возврата НДС не существует. Он существует в таких случаях, когда товар, который предназначен для внутренней торговли на территории России, перекуплен оптовиками и везется в другую страну, только тогда получается зачет НДС. В данном случае поставки Роснефти, они определены как экспортные. В них участвует, помимо ценообразования, еще, к сожалению, великому таможенная пошлина и транспортные расходы. То, что надо этот вопрос изучить, это абсолютно точно. У нас подписан договор о режиме торговли. Вот. В нем прописана квота, которая не выбирается сегодня и не было как бы заявки в прошлом году, не знаю, Министерство экономики, может, давало такие вопросы, ну не знаю. Нет, поэтому, значит, на сегодняшний день поставки на территорию Абхазии, настолько, насколько я информирован, идут с учетом таможенной пошлины. Что компании Роснефть совместным предприятием, что другие. А это, ребята, очень серьезная цифра, там до $300 доходит. Момент реализации, розничной реализации на территории Российской Федерации, да. Топливо облагается, вот компания Роснефть облагается НДСом? Там, да, облагается НДСом. И помимо этого еще облагается акцизом. Да, и акцизом. Да, и НДСом, и акцизом. В момент, когда вы там логистические какие-то вещи по транспортировке да. вкладываются, но когда они везут в крайнюю свою точку, это в города, и там, положено в Абхазию, эта дистанция крайне короткая, и поэтому существенных логистических нагрузок, вот на логистических нагрузок, вряд ли... Там есть свои сетки по нагрузкам, там свои сетки есть по нагрузке. Я понимаю про географию, да. Они компания-производитель материалов, Роснефть, в данном случае
предположим, заправка, на которой они продают, находится в селе Веселое, которое максимально близко к нашей границе. Вот, продавая в селе Веселое с НДСом и с акцизом, и имея такие же транспортные расходы на логистике, я не могу понять, как у них получается привезти сюда, и как бы вот этих всех цен нет, а прибыль куда-то делается, и НДС нет. Для того, чтобы получить то, что вы говорите, нам нужны в таком случае эксклюзивные условия для Абхазии, чтобы там уменьшили маржинальность. Хотя мы их получили в виде торгового соглашения, о котором я говорю, но тут надо будет, чтобы, я не знаю, в этом году, если вы сделали заявку, уважаемое Министерство экономики, чтобы на будущий год... Вот, кстати, вот это будет очень существенный момент, потому что там маржинальность увеличивается, в смысле вот эта надбавка, да, где можно будет, может быть, это рассмотреть. Но я боюсь, что в те объемы, которые были указаны в виде квоты, они не впишутся, потому что объем продаж выше. Я думаю, что-то еще скажет. Я единственное коротко прокомментирую. Вопрос пошлины решен. Протокол находится на рабочем столе министра экономики. И, естественно, я согласен с депутатами, как по пошлине вопрос решится. Параллельно сразу можно решать и вопрос НДС на топливо. Тогда роста цен не будет. Возвращаясь к закону об НДС, дело в том, что в рабочей группе работали и депутаты Беслан Константинович Свинария, Георгий Резикович Агрба. Дух закона дополненный в дальнейшем, после того, как вышли, он не поменялся. Безусловно, мы в Министерстве экономики акцентировали внимание на недопустимости роста цен. Встречно выслушали предложения представителей бизнеса. Бизнес, естественно, просит какие-то вопросы, чтобы решались по кредитам. Вопрос решался по сокращению количества налогов. Я точно знаю, что Рауль Джумкович это поддерживает, потому что их действительно много. То есть издержки бизнеса сократить, и чтобы безболезненно НДС, значит, мы реформировали, и он безболезненно для населения вступил в свою силу. С учетом, конечно же, это тоже была позиция Министерства экономики, социальные товары, лекарства и продукты питания на каком-то, на первоначальном этапе исключить. В настоящее время НДС взимается практически во всех странах мира, за исключением Америки, там еще нескольких стран, где они ушли от НДС и взимают налог с оборота. По сути, это все то же самое. В бюджете любой страны, если взять там европейские страны, страны Евросоюза, в некоторых странах доходная часть бюджета формируется до 80% за счет НДС. Это очень существенный показатель. Когда мы говорили о том, что мы, принимая этот закон и принимая участие в его разработке, мы договариваемся о том, что перечень социально значимых продуктов питания, медикаментов и всего прочего будет исключен, мы, тем не менее, считали, и вот Дмитрий Николаевич может меня поддержать, что и на топливо тоже должен был введен ввозной НДС. Не вызывает никаких вопросов, я думаю, ни у кого, что этот вопрос требует детального изучения, углубленного, и понимания, что с этим делать. Вот Ахра Шатаевич нам уже сказал, что на сегодняшний день уже принято ряд решений, и есть документ, который лежит на столе у министра экономики, это касается квот и ценообразования. Я думаю, что мы с этим тоже разберемся. Вообще, лично я сторонник того, чтобы закон был един для всех, и чтобы он работал одинаково, безусловно. Вот. Ну и говоря про преимущества, я хочу сказать следующее. Чтобы у наших коллег не возникало каких-то мыслей о том, что это мы взяли просто какой-то отдельный закон, мы его пытаемся администрировать, за счет него мы хотим пополнить бюджет и прочее, прочее. НДС, вообще закон о другом администрировании НДСа ввозного, это часть большой программы, которая будет реализовываться в нашей стране. Мы надеемся на это. Экономическая программа. То есть это не просто НДС, который мы примем и забыли. По поводу этих участников внешнеэкономической деятельности. Когда наш гражданин, наш бизнесмен приобретает товар на территории Республики Абхазия, на оптовом складе, в какой-то компании, безусловно, все это законно, все это легально и прочее, прочее, прочее.
И там как бы будут учтены все эти налоги, все сборы, акцизы и прочее, прочее. Когда мы говорим о том, что наш гражданин пересекает границу, по сути занимается внешнеэкономической деятельностью и, приобретая товар туда, привозит его на территорию Республики Абхазия, уже с российским НДСом, да, получается двойное налогообложение. По нашим данным, по нашим таким предварительным подсчетам, я не могу в абсолютных цифрах вам как бы назвать, но мы считаем, что порядка 60% товаров и услуг, которые производятся и как бы продаются на территории Абхазии, являются вот теми самыми продуктами, которые привозят наши граждане. Если взять общий товарооборот, это порядка 12 миллиардов продуктов питания. Если мы высчитаем 60%, то мы получим те самые деньги, это сотни миллионов рублей, которые мы оставляем в Российской Федерации в виде наших денег, наших налогов на их территории. Вот здесь есть цены, вот чтобы просто было понимание, в Краснодаре и в Сухуми. В Краснодаре там есть продукты питания, кстати, на все они берут 10%, включая детское, остальное 18%. Значит, когда сюда товар привозят, от этого цена не уменьшается, она только увеличивается. Это говорит о том, что логика бизнесмена продать товар по максимально выгодной цене. И это правильно, это его логика. Просто я это говорю к тому, что берем мы НДС или не берем, цена товара от этого не уменьшается. Второй вопрос касаемый, будет ли рост цен. Я вчера еще раз встречался с оптовиками. Безусловно, мы здесь не собираемся лукавить или кого-то обманывать. Когда меняется налоговая система, к этой системе должен приспособиться бизнес. Это нормально. И попытки поднять цены, конечно, будут. Зачем мы врать никому не собираемся. Но я это считаю, что это в первую очередь колебание цен. Потому что если бизнесмен поднимет цену, это не значит, что по этой цене у него товар кто-то купит. У него просто может остановиться продажи. Что касается, насколько цены вырастут, так как налог процентов, это будет зависеть от наценки. То есть, чем дороже наценка, тем больше разница. Допустим, если наценка 20%, цены конечные в рознице вырастут на 5%. Если 30 на 6, каждые 10% идет плюс 1,5% в конечной цене. То есть нельзя считать, просто вот сейчас есть цена в магазине, вы там добавляете 10%. Цена считается с момента растаможки. Потом этот процент, взятый на таможне, как говорил Сериков, в конце идет в зачет. Но конечная цена, формирование самой цены с учетом новшества не приведет, если разумная наценка у оптовиков в пределах до 30%, более 7% к росту цен не приведет. Я вам это математически могу доказать. Дальше вопрос. Я считаю, что уйдет один квартал, чтобы вот эти колебания прекратились. И бизнес привык к новым условиям. Дальше мы идем навстречу малому предпринимательству. Разработана программа на 300 миллионов рублей. Мы эту программу хотим дополнительно увеличить для того, чтобы бизнесмены, которые не смогут адаптироваться к новым условиям, с учетом и принятия валютного контроля, они имели возможность взять кредиты, заниматься на свой выбор тем видом деятельности, которые они хотят. Плюс Национальный банк дополнительно выделяет еще 300 миллионов. То есть на сегодняшний день кредитный портфель для малого бизнеса уже составляет в следующем году 600 миллионов рублей. Максимально возможный рост – это 10% на продукцию при условии, что любой бизнесмен захочет сократить свою маржинальность в процентах. 10% – это максимальная возможность. Когда мы говорим о подорожании цен, надо говорить о разных сегментах продукции и о разных сегментах товаров либо услуг. Я думаю, что все прекрасно знают, у нас большинство населения для того, чтобы купить товар на уровне потребления, вещи, едут за границей. Все прекрасно знают, что в Европе цены на одежду в 2 раза дешевле, чем здесь. Я думаю, никому это объяснять не надо. Банальную вещь, зайти в любой магазин, покупая пиджак или женское платье, вы платите 2 цены по сравнению с Турцией.
Я думаю, все это прекрасно понимают. Соответственно, есть разные сегменты товаров. Я глубоко убежден и должен поддержать здесь Ахру Шотовича, что есть ряд товаров и ряд услуг, которые находятся в конкуренции здесь. По ним будет мизерный рост, а может не будет никакого. Но есть ряд продукции, по которым будет прямой рост. Это такие, так, например, это завезенная алкогольная продукция. Это табачные изделия, и по ним будет больше, потому что в них сидит еще акциз. Во все остальное, что касается остального, это товары наборного потребления, назовем это так. По ним максимально возможный рост в первые дни может быть 10%. Но ту же самую химию, о чем говорил Юрий Иванович, возит не один у нас поставщик, а десятки. Это относительно конкурентный рынок, и по нему такого роста цены не будет. Основные социально значимые вещи, туда куда входит там, молоко, сыр, я не знаю, хлеб и прочее, эти вещи будут исключены. Говоря про аптеки и говоря про лекарства, полностью с вами согласен. На сегодняшний день наши аптеки, извиняюсь, продают не только лекарства и воду, а всякие как бы разные вещи, которые маломальское отношение имеют к аптекам, да? Но к ним тоже не подойдешь, и мы не регулируем эти цены. Для этого Министерством здравоохранения будет создан перечень лекарств социально значимых, и государство будет регулировать эти цены. Мое личное мнение, значит, что надо вводить НДС на бензин, на горюче-смазочные материалы. Но при всем при этом, Дмитрий Николаевич, лично вам я это адресую, надо разобраться чуть-чуть вот в этих компаниях, кто нам завозит, да, вот эти вот все необходимые виды горюче-смазочных материалов, какие у них прибыля, да, это может быть тяжело, но может быть, я считаю, что некоторые вот сейчас повышения цен необоснованные. И если мы пошли на поднятие этих цен, может быть, на самом деле было бы полезнее на НДС поднять, ну, то есть на НДС ввести на это и получить сегодняшнюю цену. И еще такой момент по продуктам, которые будут завозить. И про тем вещам, о которых сейчас говорил Юра тоже, вот по мелким и средним бизнесу, который занимается привозом и бывает и розницей занимаются. Но многие наши большие компании, которые занимаются алкоголем, элитным алкоголем, сигаретами и так далее, которые на самом деле работают в белую, даже они понимают, что это необходимая сегодня ситуация, необходимая вещь, которая приведет, естественно, к тому, чтобы какие-то пополнения, дополнительно пошли в бюджет. Но есть, вводя НДС, и люди, которые все это время работают нормально, белую бухгалтерию ведут, при всем при этом, вот здесь вопрос, наверное, больше к налоговикам и таможне, появляется та же алкоголь, которая не лучшего качества. Да? Мы вводим НДС, но чем больше мы в эти вопросы начинаем ввязываться, тем больше появляется левого товара, непонятного качества и так далее. Наверное, это все-таки должны проследить, потому что оно сильно подрывает, во-первых, работоспособность компании, во-первых, подрывает здоровье людей и подрывает экономику. Наверное, это все-таки налоговикам и таможенникам. Но, в принципе, вопрос еще такой, что если откроются большие базы, которые будут заниматься завозом, но здесь ограничивать не получается. Если он оптом занимается, по закону его никто не ограничит заниматься розницей, правильно же? Но при всем при этом, чтобы, понимая, что необходимость есть в НДС, и мы понимаем, что если вводим НДС, мы прикрываем средний и мелкий бизнес. Но я не знаю, на каком уровне этот вопрос решить. Если какие-то крупные компании, например, определятся, что они будут заниматься оптом, тогда надо ограничить, где опт и где розница. Потому что на самом деле, если это правильно к этому вопросу подойти, вот эти мелкие бизнесмены, средние бизнесмены, может быть, им выгодно будет здесь на базе покупать и распространять дальше. Но если в данном случае, если оптовики не будут заниматься розницей и дадут людям дальше эти товары реализовывать. Такая существенная вещь, потому что на сегодняшний день у нас всего 10 налогов получается, да?
7 республиканских и 3 местных, но если взять общее количество всех налогов со всевозможными... Вы что, количество хотите увеличить? Не-не-не, мы наоборот хотим уменьшить количество и упростить как бы систему налогообложения. Я думаю, что это будет тоже существенным, и мы очень на вас надеемся, на вашу помощь. Увеличением налогообложения все же не один из лучших примеров. Вот даже хлеб, бензин, что вот было месяц тому назад, 2. И если мы будем иметь перечень тех продуктов и так далее, которые не будет касаться, то есть взиматься НДС, ну, конечно, парламент в этом направлении будет работать. Но вы, уважаемые, есть люди, которые на рынок ходят, не ходят вообще. И есть серьезная проблема. У нас в стране, вот после войны, когда была блокада, старались мелкие оптовики, мелкие бизнесмены наши в Сочи завозить товар. А сейчас вот с помощью, я это где-то чувствую, брала какое-то интервью от знакомых, они говорят, на месте берем товар. Оптовики по той цене завозят, что нам выгодно дальше работать. А насколько после этого, да, сейчас как бы погоня за оптовиками, я поняла, там тоже есть своя серая схема. Но если увеличится, какой механизм есть прозрачный, вот закладываете вы, что увеличив вот эту НДС на 12, что серьезно не отразится и мало предприниматель не будет думать, а как мне в Сочи завести легче, чем здесь у них брать. Вот 60% мелких предпринимателей это семьи, это люди, кормят семьи, кормят нас и так далее. Вот это взаимосвязь, любое увеличение налога эхом отражается на средний класс. Кто имел, он абсолютно не считает свои деньги, это 5 или 10% может и... Насколько на наше население с зарплатой 6-7 тысяч, это в среднем я говорю, на них отразится все это? Введение самого закона не должно значительно ухудшить деятельность предпринимателей, которые занимаются в сфере предпринимательской деятельности. Маленькие цифры, которые наводят на мысли, которые мы забываем зачастую. Сейчас, да, государство и правительство, конечно, преследуют интерес для того, чтобы получить дополнительные доходы. Мы пытаемся говорить о тех мерах, которые бы защитили население от подъема цены, но мы забыли совсем, и как-то вот в процессе полемики у нас выпали сами предприниматели. Ну, вы все прекрасно знаете, что при населении в 243 тысячи человек в республике в частном секторе занятых всего 40 тысяч. Из них только 10 тысяч заняты в предпринимательстве. И эти 10 тысяч кормят 243 тысячи человек. Теперь, исходя из этого, мы понимаем, что введение того или иного закона или изменения в законодательстве, мы понимаем, совершенствоваться надо, мир движется, экономические условия изменяются и так далее, но должны идти и параллельные меры со стороны государственных структур, которые должны смягчить эту налоговую нагрузку на тех предпринимателей, которые будут эти налоги платить. Да, тут идет увеличение нагрузки, и чтобы ее смягчить, нам, на мой взгляд, следует предпринять следующие меры. Ну, как я сказал уже, сделать упор и на сопутствующие законодательные и иные правовые акты, которые идут параллельно с данным законопроектом. Это и решение правительства, это различные другие законы, которые могут, за счет послабления которых можно получить... некую подушку безопасности, да, чтобы было мягче. И именно почему? Торгово-промышленная палата, так сказать, по своей природе, по своему предназначению обязана защищать интересы предпринимателей. Мы сейчас не защищаем, не наше это дело, будем так говорить. Как граждане, да, но как организация говорить о населении там, да, или там, об интересах государства в плане выполнения бюджета, мы говорим о том, чтобы были учтены интересы предпринимателей, которые являются главными участниками всего этого процесса, который мы сегодня обсуждаем. Да, мы, конечно, за 240 должны думать обязательно. Далее,
Что еще предполагается и что обязательно важно, помимо совершенствования сопутствующих законодательных актов? Это методическое и инструктивное обеспечение процесса реализации этого закона. Здесь 3 участника. Министерство по налогам, Государственный таможенный комитет и местами Министерство финансов. Методическое инструктивное обеспечение, могу вам сказать по опыту своих прошлых лет государственной службы, наша ахиллесова пята. Мы всегда оставляем 1 на 1 налогоплательщика с контролирующими структурами. Мы должны сделать таким образом, чтобы в части защиты интересов плательщика он был защищен, что закон, он не может быть абсолютно совершенным, и он не может заменить инструкцию. Нужна помощь. Здесь у вас, если закон будет принят, остается всего 2 месяца. Он начинает работать. Мне хотелось бы попросить правительство через структуры, которые будут дальше контролировать его исполнение, сделать таким образом, чтобы его введение и реализация было максимально мягким. Дальше, исходя из этого, чтобы не возникало налоговых проволочек, связанных с решением каких-то иных спорных вопросов. На мой взгляд, старая практика показывает, когда возникают вопросы, я сам через это проходил, мы говорим, вот в законе так написано, запрашивайте парламент. И парламенту как будто делать нечего, он начинает делать разъяснения, пояснения, толкования и всякая вот эта вещь, чтобы она не затягивала процесс, чтобы мы не сделали так, чтобы даже тех, кого мы имеем, чтобы мы не потеряли. Я сейчас не говорю о ставках, я не говорю, на какую сумму возникнет увеличение цен. Но есть еще один немаловажный фактор. Для того, чтобы сегодня заплатить налог вперед при ввозе, да, у нас сами, слава богу, знаете, на какие суммы товар импортируется в республику. У предприятий всегда возникает дефицит оборотных средств. Они должны будут обратиться в банки. Банки проценты, может быть, сделать поручение банкам для того, чтобы на эти цели, на оплату хотя бы ввозного НДС были более приемлемые условия. Проблема, кстати, будет, он 10% от стоимости должен иметь уже... Конечно, готовы. Понимаете, это сложность. Да, там существует система отсрочки, но она маленькая. Это раз. Во-вторых, неизвестно, как она будет еще работать. По поводу того, что будет сделано в самое ближайшее время, хотел бы сказать следующее. Во-первых, есть практически готовое решение, что мы хотим объявить следующий год годом предпринимателя в Абхазии. Прекрасно. Да, это вот как бы такая хорошая новость. Абхазского предпринимателя имеется в виду, нашего местного предпринимателя. Это первое. По поводу всевозможных проверок. На сегодняшний день, на самом деле, эта проблема существует. К сожалению, есть некоторые органы нашей государственной власти, которые в силу своих прямых обязанностей не имеют права ни администрировать налоги, не заниматься этим, но они проводят всевозможные проверки. На самом деле, на территории нашего стратегического партнера Российской Федерации есть уже практически готовые решения, которые они ввели. Они сделали следующее. Они просто ввели журнал проверок. То есть это официальный документ, согласно которому каждый проверяющий орган, который приходит проверять предпринимателя, на основании чего он пришел, есть там постановление, распоряжение, номер документа. И то есть этот как бы журнал, по статистике, это позволило снизить проверки в 6 раз. Вот есть такая статистика. Я считаю, что это было бы неплохим начинанием, вот такими вещами озаботиться. Касаемо пиара, скажем так, нашего закона, безусловно, мы понимаем, что нужно будет повышать грамотность, экономическую грамотность и налоговую грамотность наших предпринимателей. Мы в этой связи, кстати, очень на вас надеемся. Торгово-промышленная палата сообща, совместно с правительством, будем, наверное, проводить всевозможные круглые столы, конференции, пресс-конференции, где будем рассказывать о том, как это работает. И будем всячески помогать нашим предпринимателям. Но основная тема, еще раз говорю, основная идея, что в следующий год мы хотим сделать годом абхазского предпринимателя. Когда мы говорим, что это часть большой программы, которой мы занимаемся, все эти моменты с вашей помощью, с помощью наших уважаемых депутатов, мы собираемся учесть и, безусловно, сделать так, как надо. Сегодня в пояснительной записке мы читаем, здесь написано, что закон, данный проект закона направлен на устранение дискриминационного по отношению к отечественному производителю налоговому режиму. Ну, отлично, ты читаешь, что на самом деле это государство ведет политику экономическую, правильную и защищает своих предпринимателей, своих производителей.
Ниже, во втором уже точно раскрывается, во второй части самой пояснительной записки раскрывается сама суть, что данный проект закона, при этом в случае принятия, увеличит доходную часть бюджета на сумму не менее 1 миллиарда рублей. Сегодня, на мой взгляд, просто принимая этот проект как кота в мешке, мне кажется, не зная, на что мы вводим НДС, я лично не знаю, как депутат, вы здесь пишете, что это прерогатива там Кабинета министров. Но я не знаю, на какие продукты или на что. Я вообще, честно, и не согласен, чтобы только на продукты это не было НДС. Я также не согласен, чтобы вводить на те товары, которые не производятся в Абхазии. У нас сегодня практически импорт. Мы все это цены на 10%. Здесь, уважаемые коллеги, я задавал вопрос. Здесь, как я понял, Кабинет министров, исполнительная власть, скажем так, к 6-7% повышения приходит цен. Председатель комитета в нашем разговоре не менее 12, вы тогда высчитал. Торгово-промышленная палата говорит 15. Там 13 получается, 13,2. Я больше чем уверен, что цена поднимется на 15%, это минимум. Здесь Ахтор Юрьевич говорит, а как будем зарплату платить? Ахтор Юрьевич, про это рабочие места, реальный сектор экономики, о чем вы говорили, вот производите, стройте, открывайте рабочие места и развивайте экономику. Кто против? За счет чего? За счет чего говорили, что надо открывать? За счет чего создавайте рабочие места? Но никак не на крестьянах, это больше похоже сегодня на государственный рэкет, чем на государственную продуманную политику. Если пока я не увижу перечень документов, которые меня убедят, что на них надо ввести, я лично поддерживать этот проект, конечно же, не буду. У нас плюс инфляция, которая от нас не зависит, курс доллара, который от нас не зависит, отражается на крестьян, на нас всех. И плюс мы еще 10% вводим НДС. Уважаемые, так я думаю, что нельзя работать, я думаю, что это все надо пересматривать. По крайней мере, перечень тех продуктов, тех товаров должен быть представлен. Я солидарен, согласен со Славом Алексеевичем, который сказал, что этот перечень должен утверждать парламент. О необходимости новой редакции НДС говорилось давно. Но подойти к этому вопросу было очень сложно, потому что введение новой редакции НДС за собой влекло какие-то серьезные последствия. И поэтому нужна была, честно говоря, политическая воля для того, чтобы рассмотреть разработать этот проект закона, рассмотреть его и вынести на парламент. И, наконец, такая воля была проявлена и со стороны президента, исполнительной власти, и парламента тоже, кстати говоря. Не оценить этот шаг невозможно в этом смысле. Закон очень важный, потому что он как бы такой основополагающий закон для налогообложения субъектов экономики, поскольку он еще и касается очень многих сторон деятельности в области экономики, и он еще приобретает дополнительную важность из-за того, что наконец-то в этом законе решается вопрос уравнивания условий хозяйствования у участников внутриэкономической деятельности и внешнеэкономической деятельности. Эти неравные условия, они просто тормозили развитие экономики на самом деле. Если этот закон будет принят, а я думаю, что его принятие будет положительным явлением для развития нашей экономики, если этот закон будет принят, то вот эти вот условия хозяйства будут выровнены. Здесь поднимался вопрос о налоговой базе. Изменится ли налоговая база для внутриэкономической деятельности? На самом деле техника расчета налога на добавленную стоимость от внутриэкономической деятельности, она, по сути дела, не изменится, потому что там будет опять с разницы браться налоговая база, но будет положительный другого рода эффект. Дело в том, что введение ввозного налога на добавленную стоимость будет означать, что более жесткий контроль будет за ввозимой продукцией в Республику Абхазия, будет более прозрачная ситуация,
И то, что мы говорим, вот теневая экономика, значит, в известной степени эта теневая экономика, она будет, конечно же, отражаться. И она будет отражаться не только при ввозе, но она будет отражена и на внутриэкономической деятельности. Поэтому я думаю, что следует ожидать прироста поступлений по этому виду налога и от внутриэкономической деятельности. Закон непростой. Он будет непрост и не только для налогоплательщиков, он будет непрост и для работников налоговых органов. Этот закон вообще был разработан согласно распоряжению президента, который создал рабочую группу, возглавляемую Амираном Лагвилава. И в эту рабочую группу я тоже входил, там еще ряд других наших коллег. И мы создали этот закон. Но потом этот закон решили дополнить и расширить его. Что-то убрали, что-то добавили. Но должен сказать, первоначальный вариант закона, который был разработан рабочей группой, он практически на 70 или 80% учтен в этом законе, представленном в парламент. В создании такого рода инструкции, а здесь очень много, кстати говоря, позиций именно по внешнеэкономической деятельности. Должны участвовать и таможенные органы, и налоговые органы, и Министерство экономики, и Министерство финансов, безусловно. Да. И что касается, вот опять же, вот такого рода закон, он должен быть снабжен соответствующей бухгалтерской атрибутикой. И тот вопрос, который сегодня поднимался о новой системе бухгалтерского учета, он становится очень актуальным. И то, о чем говорил Адгур Нурбевич по поводу подачи декларации по тому или иному виду налога в электронной базе, это тоже очень серьезный вопрос и очень актуальный вопрос. Но он очень для нас пока немножко сложный, потому что наша электронная база, которой мы пользуемся в налоговой службе, она достаточно примитивна, она только для наших целей предназначена. А для того, чтобы сдавать бухгалтерский отчет в электронной базе, и чтобы по всем видам налогов можно было давать декларации в электронной базе, необходимо создать единую электронную базу. Економика яһардундыз социальна программа ко яхтах программа ко рызыги нахакзандыз ха. Ат рызыги аназо ахинкяро пинкяр и бюджету. Ахинкяра бюджеты же миллиарды 100 миллион анды 2 миллиард зарплата ко ишаны 100 миллион яхчаус акым зарабы азанасы тхезой. А экономика иштах хырзы хара авал хапшару. Авал яхзып шажу. Избанзар яхеты адыгыла зашаны апсны частный бизнес изжуко Рома ахинкя Рома жарамда апара апшара хара халсыжу. Аби хужик елахка. Хара хужик хачсылт хужик яхтахуп абри истахымажгида азам. Абирве хара Американы шара хацауазар $1 миллиард шахтап ха мап бурки иргзо. Аха уз изло абри апара апшара. Агут жаранды яйвайт, агут жаранды яйвайт. Рызыги жаранды яганı хагурвежая хо 2 миллион 5 миллион атурызша хасызша рызын етаху рызыги жаранды яганı уртрыла яхга запара жара инахаштына а экономика яхардует хахалжу башо пасас пхезой. Энде сара апхезе имсахаз жок схазва Margaret Thatcher харадан ларалоп апхезе юхусис. Уямишта адюни зики абри идыргылы. Изыдыргылы рыуалырыжы агаз ербозма агаз штырхырзыр тахыз мамо. Производство сельхозпродукции, это удельный вес его доходов, реализации в общей сумме их доходов составляет не менее 85%. Вот у нас сегодня нет декларирования обязательного предоставления налоговой декларации физлиц, если лицо не является индивидуальным предпринимателем, не стоит на налоговом учете. Вот как будет происходить этот процесс? Даже вот сегодня механизм постановки на учет. Встретимся, обсудим детали в рабочем порядке. Да, закончим еще. И один немаловажный момент в части индикативного плана.
Значит, данный проект закона предполагается ввести с 1 января 2016 года. Индикативный план уже принят. Как это будет, допустим, отразиться? Проект бюджета мы еще не получили. Формирование бюджета, если мы примем, с учетом этого, естественно. Ну, с учетом этого, тогда, соответственно, вот в части финансово-экономического обоснования расчеты должны были уже быть произведены по отраслям. Вопрос касается того, что сказал до этого депутат Гумба. Значит, такие слова употреблять, рэкет или еще что-то, ну, это неправда. Главная цель закона все-таки, он идет в привязке с валютным контролем. Этот закон об НДС позволит нам вытаскивать с тени средства на эту тему. И правильно, это хороший. НДС имеет прямое свойство контроля. Именно контроля. По льготам определимся, где будет ставка 0. И четвертый вопрос. Я категорически не согласен с тем, что мы вводим НДС. Это неправда. У нас есть НДС и закон об НДС. Я считаю, что мы отменяем льготу. Это важный, существенный момент. Я считаю, что другие меры, может быть, встречные меры предпринимательскому сообществу, какие, может, подумает правительство, мы сами вынашиваем такие планы, будем предлагать. Это, наверное, даст возможность. А вот прям сказать, что это выведет из тени, пока, во всяком случае, с нашей стороны говорить не приходится. Первое. Еще раз обращаемся с просьбой к исполнительной власти. Вообще, честно говоря, мы думали, что Министерство финансов будет здесь тоже, да, посмотреть, как помочь предпринимательскому сообществу, потому что это есть нагрузка. Действительно, был такой конструктивный, серьезный разговор с привлечением всех слоев общественности. Большое спасибо, Беслан Федорович. Очень конструктивно был у нас, как бы, с вами тоже разговоры и дискуссии. Третье, хочу сказать следующее. Мы всегда с удовольствием открыты для всякого рода общественных организаций, для торгово-промышленной палаты, мы тесно взаимосотрудничаем. Мы всегда готовы принять, увидеть какие-то документы, подискутировать на эту тему для того, чтобы сделать как будет лучше. Да. И еще раз огромное спасибо вам за то, что вы нас пригласили, за такую плодотворную работу. Я надеюсь, что у нас с вами еще впереди много интересных и важных дел, которые мы должны вместе совершить.